Дорогой сын, дорогая дочь, скажу прямо, я хочу, чтобы ты был лидером, путеводным светом божественной любви в этом мире. Я принимаю призыв, который звучит в глубине твоего сердца, потому что именно я заложил его туда. Послание, которое я приношу сегодня, жизненно важно для тебя, мой сын, моя дочь. Поэтому, если вы действительно хотите идти по моему пути и получить те благословения, которые я приготовил для вашей жизни, внимательно слушайте то, что я вам скажу. Как я уже предупреждал вас в других видеороликах, враг с этого момента будет пытаться помешать вам узнать то, что я хочу сказать. Он уже пытался различными способами помешать этому видеоролику дойти до вас, а если дошел, то помешать вам нажать на него. Но вы уже выиграли эту первую битву, и, к несчастью плохой штуки, вы находитесь здесь в момент общения со мной. Но не ошибись, сын мой, дочь моя, потому что он будет продолжать грязные игры, чтобы ты не остался со мной. Будь сильным и сосредоточься на мне, потому что вместе мы победим. Более того, вы выйдете из этого видео обновленными. Аминь. Покажите свою силу и наступите на голову сатане, написав в комментариях «Моя жизнь принадлежит Богу» и подписавшись на канал, если вы еще не подписаны. Ведь христианская вселенная ежедневно посылает подобные послания, чтобы победить врага и иметь момент общения и единения со Всевышним. Возлюбленный сын, возлюбленная дочь, я прихожу к вам с посланием надежды и обновления, приглашая вас отправиться в путешествие самопознания и духовного роста. В глубинах вашего существа лежит мир чудес, который ждет, чтобы его исследовали, и сегодня мы вместе отправимся в это прекрасное приключение. В стремительном, постоянно меняющемся мире, в котором вы живете, легко оторваться от себя, своих истинных желаний и мудрости, которая живет внутри вас. Вас отвлекают внешние факторы, социальное давление и постоянный шум жизни. Среди всего этого очень важно сделать паузу, отдышаться и обратиться внутрь себя. Помни, сын мой, дочь моя, что твоя душа – это священный храм, святилище божественной мудрости и потенциала. Она – суть вашего истинного «Я», та часть вас, которая вечна и неизменна. Примите этот внутренний ландшафт с любопытством и открытым сердцем, потому что, погрузившись в глубины своей души, вы обнаружите сокровища, превосходящие ваше воображение. На протяжении всей истории человечества духовные искатели, мистики и мудрецы отправлялись в путешествие самопознания. Они отправлялись в неизведанные области собственного сознания, стремясь понять тайны бытия и свое место в нем. Их путешествия не всегда были легкими, но вознаграждение было огромным: глубокая мудрость, внутренний покой и глубокая связь с Божественным. У вас тоже есть возможность отправиться в это глубокое путешествие. Доверяйте шепоту своей интуиции, ведь это нежные подсказки Всевышнего, которые направляют вас к вашему величайшему благу. В спокойные минуты размышлений, молитв и медитаций вы можете настроить свое сердце на ритм космоса и прислушаться к голосу своей души. Погружаясь в глубины своей души, вы можете обнаружить в себе те стороны, которые еще не изучали. Отнеситесь к этим открытиям с состраданием, ведь внутри вас находится огромное количество переживаний,
эмоций и воспоминаний. Признайте как тень, так и свет, ведь именно через принятие можно достичь истинного исцеления. Любовь к себе – основа этого путешествия. Относитесь к себе с добротой и состраданием, как к близкому другу. Питайте свою душу любовью, ведь именно благодаря этой заботе вы найдете в себе силы противостоять жизненным трудностям и раскрыть весь свой потенциал. Отпустите бремя прошлого, потому что оно больше не служит вам. Ошибки и обиды, которые вы пережили, не определяют вас. Позвольте себе отпустить и простить как себя, так и других. Прощая, вы освобождаете себя от груза сожалений о прошлом и открываете дверь к исцелению и преображению. Помните, дорогой сын, дорогая дочь, что вас не определяют ни ваше прошлое, ни обстоятельства настоящего. Вы сотворец своей реальности, способный изменить свое будущее. Примите себя и силу позитивных аффирмаций, ведь это семена, которыми засаживается сад вашего разума. Замените сомнения уверенностью в себе, а негатив – позитивом. Утвердите себя в том, что вы достойны, способны и заслуживаете всего хорошего, что предлагает жизнь. Делайте это каждый день, как только проснетесь. И если вы еще не сделали этого сегодня, начните прямо сейчас и напишите в комментариях: «С Господом, я достоин». Дышите глубоко и позвольте. Дорогой сын, дорогая дочь, я искренне надеюсь, что, проходя жизненный путь, вы найдете в божественной любви силу и руководство. Сегодня я хочу поделиться с вами словами ободрения и размышлениями, чтобы осветить ваш путь. В этом сложном и часто неспокойном мире очень важно, чтобы вы нашли в себе пламя божественной любви. Этот внутренний свет, заложенный Богом, является тем маяком, который будет вести вас по бурным водам бытия. Не стоит недооценивать силу этой любви, а она – суть вашей сущности. Продолжая наш разговор, помните, что, хотя невзгоды могут попытаться отвлечь вас, вы уже выиграли первую битву, стремясь к общению с Божественным. Враг может попытаться посеять сомнения и страхи, но ваша связь с Богом – это непобедимая защита. Однако духовный путь полон трудностей, и самопознание здесь имеет огромное значение. Загляните внутрь себя, в святилище своей души, и исследуйте глубины этой божественной связи. В тени и на свету вы найдете множество впечатлений, которые сформируют ваше представление о мире и о себе. Не забывайте заботиться о себе с любовью и состраданием. Любовь к себе – это прочный фундамент, на котором вы будете строить свои отношения с Богом и другими людьми. Избавьтесь от груза прошлого, простите себя и других и примите силу позитивной аффирмации. Сегодняшний день – это подарок, а благодарность – ключ к раскрытию вашей полноты. Найдите красоту в настоящем, ведь именно в нем жизнь по-настоящему расцветает. Благодарите за большие и малые блага, которые ежедневно окружают вашу жизнь. Во время своего внутреннего путешествия помните, что вы любимы безмерно. Божья любовь – это якорь, который поддержит вас даже в самые бурные штормы. Доверьтесь божественному руководству и знайте, что вы никогда не останетесь одни. Пусть в этом путешествии вы найдете силу,
мудрость и мир в словах, которыми мы здесь поделились. Это приглашение углубить связь с божественной любовью и позволить ей осветить каждый шаг вашего пути. В периоды неопределенности естественно обращаться к вере за руководством и поддержкой, и именно так мы и должны поступать. Окружающий нас мир может быть хаотичным и сложным, но свет духовности направляет нас даже в самые темные часы. Когда мы обращаемся к Божьей любви, мы находим надежное убежище. Он – неиссякаемый источник сострадания, милости и прощения. В Его объятиях мы находим утешение и убежище. Всегда помните, что вас любят глубоко и безусловно. На пути самопознания вы столкнетесь с трудностями, которые проверят вашу веру и решимость. Эти моменты сомнений – не признаки слабости, а возможности для роста. Как бабочка выходит из своего кокона окрепшей и красивой, так и вы выйдете из жизненных испытаний преображенным и обновленным. Ваша жизнь имеет глубокий смысл и уникальное предназначение в великом гобелене творения. То, что вы здесь, не просто случайность или совпадение. Вы являетесь важной частью божественного плана, и мир ждет от вас даров и талантов, которые можете предложить только вы. Иногда возникает соблазн пойти по легкому пути, руководствуясь поверхностными желаниями и пустыми целями. Однако истинная сила заключается в подлинности. Позвольте своей душе направить вас к жизни, наполненной целью и самореализацией, даже если это означает, что вы выберете менее проезжую дорогу. Освобождаясь от оков прошлого и начиная новую жизнь, помните, что каждый день у вас есть возможность творить свою реальность. Утвердите себя в том, что вы достойны, способны и заслуживаете всех благ, которые может предложить жизнь. Дышите глубоко и позвольте настоящему окутать вас. Прошлое – это всего лишь воспоминания, а будущее – неизведанная территория. Поэтому принимайте настоящее с удивлением и любопытством. Воспитывайте в себе дух благодарности, и вы увидите, как благословения множатся на глазах. За суетой повседневной жизни мы порой забываем замечать маленькие благословения, которыми наполнена наша жизнь. Выражая благодарность за каждый дар, вы откроете дверь к изобилию и привлечете еще больше благословений на свой путь. Продолжая духовное путешествие, знайте, что вы не одиноки. Божья любовь – это постоянное присутствие, вечное пламя, которое ярко горит внутри вас. Когда надвигаются жизненные бури, не забывайте призывать имя Бога, ибо Он услышит ваш зов. Святой Дух – ваш проводник по неизведанным водам жизни. Даже когда волны бушуют, не сводите глаз со Всевышнего. Он – ваш величайший защитник и пошлет посланников, чтобы поддержать вас и дать надежду вашей жизни. В минуты сомнений поднимите голову и встретитесь с глазами Всевышнего. Почувствуйте тяжесть Его неисчерпаемой любви, которая окружает вас, рассеивая все страхи и неуверенность. Позвольте благодати Отца направлять вас, исцелять и наполнять ваше сердце непоколебимой надеждой. Это путешествие веры, где каждый шаг является проявлением доверия к божественному плану. Всегда помните, что вы находитесь в безопасности в объятиях любящего Отца, который понесет вас,
когда это будет необходимо. По мере того, как разворачивается эта история, наберитесь смелости и примите надежду всем сердцем. Откройте для себя глубину Божьей любви и покой, который приходит, когда вы отдаете Ему свою жизнь. Отправляйтесь в это путешествие рука об руку с Творцом, который держит перо вашей истории. С каждым написанным словом вы будете понимать, что надежда – это не просто абстрактное понятие. Это живая, дышащая сила, которая поддерживает вас и движет вперед. Прочитав эти слова, позвольте им разжечь в вас мощное пламя, которое будет ярко гореть от осознания того, что вы никогда не останетесь одни. Бог с вами, и Его любовь – это надежный якорь, который проведет вас через все жизненные повороты. Верите ли вы в это? Если да, то покажите свою веру в эти слова, написав их в комментариях. Пусть это послание и дальше освещает ваш путь и укрепляет вашу связь с божественной любовью. Пусть вы идете с уверенностью, что путь веры – это путь открытий, роста и безусловной любви. Пусть каждый день будет возможностью приблизиться к Богу и поделиться Его любовью с миром. Пусть ваша вера будет вашей скалой, вашим убежищем и источником постоянного вдохновения. Пусть во времена тьмы вас всегда сопровождает свет веры. А в радостные времена пусть вы делитесь своей благодарностью и радостью с окружающими вас людьми. Ведь ваш пример, как путеводный маяк божественной любви в этом мире, может осветить путь многим другим людям, ищущим истину и свет. Никогда не стоит недооценивать то влияние, которое ваша вера и любовь могут оказать на жизнь окружающих. Продолжайте расти на своем духовном пути, стремясь глубже понять божественную любовь и позволяя ей направлять вас во всех сферах вашей жизни. Дорогой сын, дорогая дочь, пусть эти слова останутся в твоем сердце и будут сопровождать тебя на пути веры. Пусть вы никогда не забываете о безусловной любви Бога и о том, как важно делиться этой любовью с миром. Знайте, что вы любимы, благословлены и защищены. Пусть ваша вера продолжает расти и сиять, как лучезарный свет среди тьмы. Пусть вы будете маяком надежды, любви и сострадания для всех, кто вас окружает. Пусть Божья благодать окружает вас, и пусть мир божественной любви всегда будет с вами. Аминь. Примите красоту настоящего, ведь именно в этот момент вы по-настоящему оживаете. Поскольку прошлое – это всего лишь воспоминание, а будущее – неизведанная территория, примите сегодняшний день как подарок и позвольте ему раскрыться перед вами с удивлением и любопытством. Помните также, что благодарность – это мощная практика, способная преобразить вашу жизнь, поэтому примите дух благодарности и позвольте ему наполнить каждый момент чувством удивления и признательности. Записывайте свои благословения. Какими бы маленькими они ни были, наблюдайте, как они удваиваются на глазах. Иногда в суете повседневной жизни вы не замечаете или не останавливаетесь, чтобы подумать о том, как много благословений происходит в вашей жизни каждый день. Замечая и испытывая благодарность даже за малые благословения, вы открываете дверь к изобилию и привлекаете в свою жизнь еще больше благословений. Возлюбленный сын, возлюбленная дочь, путешествуя внутрь себя,
вы можете столкнуться с трудностями и моментами сомнений. Примите эти моменты как возможность для роста и обучения. Помните, что каждый вызов – это ступенька к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Как бабочка выходит из своего кокона более сильной и красивой, так и вы выйдете из жизненных испытаний преображенными и обновленными. Ваша жизнь имеет глубокий смысл и цель в великом гобелене творения. Вы не просто случайность или совпадение, вы божественно помещены на эту землю с уникальным призванием и миссией. Примите свою значимость и позвольте своему свету сиять, ибо мир нуждается в дарах, которые можете принести только вы. Вырвитесь из оков жизни, продиктованной поверхностными желаниями и пустым времяпрепровождением. Примите силу подлинности и позвольте своей душе вести вас к жизни, наполненной целью и самореализацией. Примите дорогу, по которой не ходят, потому что именно она часто приводит к величайшим сокровищам. Знай, сын мой, дочь моя, что ты любим безмерно. Любовь моего Отца, всемогущего Бога, не знает границ и неустанно льется к вам. В тихие минуты размышлений позвольте себе почувствовать Его присутствие, нежный шепот, наполняющий покой вашего сердца. Это путешествие веры и доверия, в котором вы не одиноки. Вы никогда не одиноки. Любовь Бога – это вечное пламя, которое ярко горит внутри вас, и так будет во веки веков. В минуты отчаяния взывайте к Его имени, и Он услышит ваш зов. Примите божественное руководство, ибо Святой Дух проведет вас через неизведанные воды жизни. Волны могут быть неспокойными, но если вы устремите свой взор на Всевышнего, то найдете в себе силы противостоять любому шторму. Пересекая приливы и отливы жизни, помните, что Бог – ваш великий защитник. Он посылает своих посланников, чтобы поддержать вас и вселить надежду в вашу жизнь, уверяя, что Он, Бог милосердия, действует ради вашего блага. В минуты сомнений держитесь за непоколебимую истину, что Он прокладывает путь даже в самых, казалось бы, невозможных ситуациях. Итак, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, поднимите голову, пусть ваши глаза встретятся со взглядом Всевышнего. Почувствуйте тяжесть Его неиссякаемой любви, которая окутывает вас, стирая все страхи и сомнения. Позвольте благодати Отца направлять вас, исцелять и наполнять непоколебимой надеждой. Это путешествие веры, в котором каждый шаг ваш. Помните, что вы не одиноки. Вы находитесь в объятиях любящего Отца, который понесет вас, когда это будет необходимо. По мере того, как разворачивается эта история, пусть вы найдете в себе мужество принять надежду всем сердцем, пусть вы откроете для себя глубину Божьей любви и покой, который приходит, когда вы вверяете Ему свою жизнь. Отправляйтесь в это путешествие рука об руку с Творцом, который держит перо вашей истории, и с каждым написанным словом вы поймете, что надежда – это не просто понятие. Это живая, дышащая сила, которая поддерживает вас и движет вперед. Пусть эти слова зажгут в вас мощное пламя, которое будет ярко гореть от осознания того, что вы никогда не останетесь одни. Бог с вами, и Его любовь – это надежный якорь, который ведет вас через все повороты. Верите ли вы в это?
Если да, то напишите в комментариях о своей вере в эти слова. С любовью, давайте продолжим это путешествие размышлений и веры, углубляя нашу связь с Божественным присутствием. Подобно звездам, освещающим ночное небо, в наших сердцах горит пламя духовности, направляя нас по путям бытия. Созерцая просторы космоса, мы можем почувствовать, что являемся неотъемлемой частью чего-то гораздо большего, чем мы сами. Каждая звезда на небосводе имеет свою историю и свой уникальный свет. Так и каждый из нас несет в себе уникальное предназначение, внутренний свет, способный осветить тьму, которая порой овладевает миром. На этом пути мы сталкиваемся с испытаниями, которые проверяют нашу веру и внутреннюю силу. Они подобны бурям, проносящимся над нашей жизнью, но это также и возможности для роста. Давайте помнить, что как бабочка выходит из своего кокона окрепшей и красивой, так и мы выходим из испытаний преображенными и обновленными, готовыми взлететь ввысь. Очень важно помнить, что мы являемся частью чего-то великого, частью Божьего творения. Мы здесь не случайно, мы – драгоценные кусочки в головоломке бытия. У каждого из нас есть уникальное призвание и миссия, и, принимая их, мы позволяем нашему свету сиять и вносить свой вклад в благо мира. Пусть мы освободимся от оков жизни, продиктованной поверхностными желаниями, и устремимся к силе подлинности. Пусть наша душа будет проводником, ведущим нас к жизни, наполненной целью и самореализацией. Непротаренная дорога может привести нас к величайшим сокровищам нашей жизни. Наша вера – это компас, который ведет нас. В моменты сомнений и неуверенности давайте доверимся неиссякаемой Божьей любви, которая окружает нас. Его посланники всегда рядом с нами, давая наставления и надежду, напоминая нам, что Он действует во благо, даже когда бури кажутся непреодолимыми. Наш путь – это танец веры, и с каждым шагом мы должны помнить, что мы не одиноки. Божья любовь – это надежный якорь, который ведет нас через все повороты жизни. Доверяя Его руководству, давайте смело смотреть в лицо неизвестности, ведь Он с нами на каждом шагу. По мере того, как разворачивается эта история, давайте всем сердцем проникнемся надеждой. Откроем для себя глубины Божьей любви, силы, которая поддерживает нас и движет вперед. В нашем путешествии рука об руку с Творцом давайте позволим Ему продолжать писать нашу историю, потому что надежда – это не просто понятие, это сила, которая заставляет нас преодолевать и расти. И когда эти слова переплетаются с предыдущими, давайте знать, что нас объединяет вера, которая превосходит слова и объединяет нас в поисках Божественного. Поделитесь своими мыслями и чувствами в комментариях, ведь вместе мы укрепляем наш духовный путь. Теперь, погружаясь в воды духовности, давайте вспомним, что мы, как люди, наделены уникальной способностью соединяться с Божественным. Эта связь подобна нити света, связывающей нас с источником всего сущего. Именно в мелочах жизни мы часто находим величайшую красоту. Пение птиц по утрам, ласковое дуновение ветра на лице, смех ребенка. Именно эти простые моменты напоминают нам о чудесах творения. Они подобны окнам в душу, позволяющим нам увидеть великолепие Бога во всей Его славе.
Благодарность – это ключ, открывающий эти окна. Когда мы принимаем дух благодарности, мы превращаем каждое мгновение в возможность воздать хвалу и благодарность Творцу. Каждый вдох становится молитвой, каждый шаг – актом благоговения. И когда мы выражаем свою благодарность, к нам, подобно реке божественной благодати, стекаются новые благословения. Наши трудности, какими бы сложными они ни были, это тоже замаскированный дар. Они испытывают нас и укрепляют, заставляя становиться лучшей версией себя. Как бабочка пытается вырваться из своего кокона и взлететь, так и мы выходим из испытаний преображенными и обновленными. Давайте всегда помнить, что у каждого из нас есть свое предназначение в этом великом гобелене творения. Мы – важные частички божественного плана, каждая из которых вносит свой уникальный вклад в этот мир. Принимая свою значимость и позволяя своему свету сиять, мы исполняем свое божественное предназначение. Мир часто соблазняет нас поверхностными желаниями и пустыми занятиями. Он побуждает нас идти по легкому пути, по широкой дороге. Однако истинное удовлетворение и счастье часто лежат на менее протаренной дороге, которая заставляет нас расти, взрослеть и становиться теми, кем мы должны быть. Наш путь – это путь веры и доверия. Давайте помнить, что мы никогда не остаемся одни. Божья любовь окружает нас постоянно, как вечное пламя, которое горит внутри нас. В самые мрачные моменты мы можем воззвать к Нему, и Он услышит наш зов. Святой Дух ведет нас по неизведанным водам жизни, как маяк, светящий в темноте. Волны жизни могут быть бурными, но, взирая на Всевышнего, мы находим в себе силы противостоять любой буре. Перемещаясь по волнам жизни, давайте помнить, что Бог – наш величайший защитник. Он посылает своих посланников, чтобы поддержать нас, дать нам надежду и напомнить, что Он, Бог милосердия, всегда работает на наше благо. Даже в самых, казалось бы, невозможных ситуациях Бог находит выход. Так давайте же поднимем головы и встретимся со взглядом Всевышнего. Почувствуем, как тяжесть Его неиссякаемой любви окутывает нас, стирая все страхи и сомнения. Позволим благодати Отца направлять нас, исцелять и наполнять непоколебимой надеждой. Наш путь – это путь веры, один шаг за другим. Давайте помнить, что мы не одиноки. Мы находимся в объятиях любящего Отца, который несет нас, когда это необходимо. Давайте доверимся Ему и Его совершенному плану для нашей жизни. Пока эта история продолжается, давайте найдем в себе мужество принять надежду всем сердцем. Давайте откроем для себя глубину Божьей любви и мир, который приходит, когда мы вверяем Ему свою жизнь. Давайте отправимся в это путешествие рука об руку с Творцом, позволяя Ему продолжать писать нашу историю. Переплетая эти слова с предыдущими, давайте знать, что нас объединяет вера, которая превосходит слова и объединяет нас в поисках Божественного. Поделитесь своими мыслями и чувствами в комментариях, ведь вместе мы укрепляем наш духовный путь. Сейчас, погружаясь в воды духовности, давайте вспомним, что мы, как люди, наделены уникальной способностью соединяться с Божественным. Эта связь подобна нити света,
связывающий нас с источником всего сущего. Именно в мелочах жизни мы часто находим величайшую красоту. Пение птиц по утрам, ласковое дуновение ветра на лице, смех ребенка. Именно эти простые моменты напоминают нам о чудесах творения. Они подобны окнам в душу, позволяющим нам увидеть великолепие Бога во всей Его славе. Благодарность – это ключ, открывающий эти окна. Когда мы принимаем дух благодарности, мы превращаем каждое мгновение в возможность воздать хвалу и благодарность Творцу. Каждый вдох становится молитвой, каждый шаг – актом благоговения. И когда мы выражаем свою благодарность, к нам, подобно реке божественной благодати, стекаются новые благословения. Наши трудности, какими бы сложными они ни были, это тоже замаскированный дар. Они испытывают нас и укрепляют, заставляя становиться лучшей версией себя. Как бабочка пытается вырваться из своего кокона и взлететь, так и мы выходим из испытаний преображенными и обновленными. Давайте всегда помнить, что у каждого из нас есть свое предназначение в этом великом гобелене творения. Мы – важные частички божественного плана, каждая из которых вносит свой уникальный вклад в этот мир. Принимая свою значимость и позволяя своему свету сиять, мы исполняем свое божественное предназначение. Мир часто искушает нас поверхностными желаниями и пустыми занятиями. Он побуждает нас выбирать легкий путь, идти по высокой дороге. Однако истинное удовлетворение и счастье часто лежат на менее протаренной дороге, которая заставляет нас расти, взрослеть и становиться теми, кем мы должны быть. Наш путь – это путь веры и доверия. Давайте помнить, что мы никогда не остаемся одни. Божья любовь окружает нас постоянно, как вечное пламя, которое горит внутри нас. В самые мрачные моменты мы можем воззвать к Нему, и Он услышит наш зов. Святой Дух ведет нас по неизведанным водам жизни, как маяк, светящий в темноте. Волны жизни могут быть бурными, но, взирая на Всевышнего, мы находим в себе силы противостоять любой буре. Перемещаясь по волнам жизни, давайте помнить, что Бог – наш великий защитник. Он посылает своих посланников, чтобы поддержать нас, дать нам надежду и напомнить, что Он, Бог милосердия, всегда работает на наше благо. Даже в самых, казалось бы, невозможных ситуациях Бог находит выход. Так давайте же поднимем голову и встретимся со взглядом Всевышнего. Почувствуем, как тяжесть Его неиссякаемой любви окутывает нас, стирая все страхи и сомнения. Позволим благодати Отца направлять нас, исцелять и наполнять непоколебимой надеждой. Наш путь – это путь веры, один шаг за другим. Давайте помнить, что мы никогда не остаемся одни. Мы находимся в объятиях любящего Отца, который несет нас, когда это необходимо. Давайте доверимся Ему и Его совершенному плану для нашей жизни. Пока эта история продолжается, давайте найдем в себе мужество принять надежду всем сердцем. Давайте откроем для себя глубину Божьей любви и мир, который приходит, когда мы вверяем Ему свою жизнь. Давайте отправимся в это путешествие рука об руку с Творцом, позволяя Ему продолжать писать нашу историю. Переплетая эти слова с предыдущими,
давайте знать, что нас объединяет вера, которая превосходит слова и объединяет нас в поисках Божественного. Поделитесь своими мыслями и чувствами в комментариях, ведь вместе мы укрепляем наш духовный путь. В мире, полном проблем и неопределенности, очень важно находить силы и руководство в вере. Жизнь часто ведет нас по неизвестным дорогам, испытывая на прочность и решительность. Однако именно в соединении с Божественным мы находим маяк надежды и любви. Дорогой друг, дорогой друг, я приглашаю тебя погрузиться в суть веры и принять непоколебимую веру в божественную силу, которая направляет нашу жизнь. Подобно орлам, парящим в небе, мы призваны поднимать наше сердце и умы к высшим планам духовности. Вера – это не просто убежденность, это глубокие отношения с Божественным. Это уверенность в том, что даже в самые мрачные моменты нас поддерживают невидимые руки. Это уверенность в том, что с какими бы трудностями мы ни столкнулись, нас защищает бесконечная любовь. В трудные времена, когда жизненные бури кажутся непреодолимыми, именно вера укрепляет нас. Именно вера позволяет нам мужественно и стойко встречать невзгоды, зная, что мы способны преодолеть любое препятствие. Именно вера вдохновляет нас обращаться к другим людям с любовью и состраданием, наводя мосты понимания и сопереживания. Дорогой друг, дорогой друг, вера – это непрерывный путь духовного роста. Это постоянный поиск истины и понимания Божественного. Это путешествие, которое ведет нас в глубины нашей собственной души, открывая цель и смысл нашей жизни. Вступая на этот путь веры, мы приглашаем себя к молитве и медитации, к ежедневному поиску присутствия Бога в нашей жизни. Именно в тишине созерцания мы слышим шепот Божественного, послание руководства и утешения, которые направляют нас на нашем пути. Так что смело поднимайся, дорогой друг, и знай, что вера – твой самый драгоценный союзник. Пусть она освещает вам путь даже в самые темные ночи. Пусть она укрепляет ваше сердце и направляет ваши шаги. Ведь с верой мы способны творить чудеса, преодолевать трудности и делиться Божьей любовью с миром. Пусть ваша вера будет горящим пламенем в вашем сердце, пламенем, которое не гаснет даже перед лицом самых серьезных испытаний. Пусть она вдохновляет вас на жизнь, наполненную целью и смыслом, распространяя Божий свет, куда бы вы ни пошли. Вера подобна семени, которое, будучи посаженным, со временем растет и крепнет. Это драгоценный дар, данный нам для того, чтобы вести нас по нашему земному пути. Благодаря ей мы находим в себе силы противостоять трудностям и неопределенности, которые бросает нам жизнь. Вера – это первый шаг. Это фундамент, на котором мы строим наши отношения с Божественным. Когда мы верим, мы открыты для получения благословений и руководства, которые предлагает нам Вселенная. Вера связывает нас с чем-то большим, чем мы сами, с чем-то, что выходит за пределы материального мира. Важно помнить, что вера не означает отсутствие сомнений. Мы часто сомневаемся и задаем вопросы, и это естественная часть духовного пути. Вера не требует, чтобы у нас были ответы на все вопросы, она призывает нас доверять, даже если мы не до конца все понимаем.
Вера также учит нас быть терпеливыми. Мы не всегда сразу получаем то, о чем просим в своих молитвах. Иногда у Божественного есть для нас другие планы, более глубокие и значительные, чем мы можем себе представить. В таких случаях вера помогает нам ждать с терпением и доверием. Если обратиться к истории человечества, то мы увидим множество примеров людей, совершивших необыкновенные подвиги благодаря своей вере. Вспомните таких религиозных деятелей, как Моисей, выведший свой народ из рабства, или мать Тереза, посвятившая свою жизнь обездоленным. Это были обычные люди, которые совершали необыкновенные поступки, потому что верили в силу Божественного. На каком бы этапе духовного пути вы ни находились, знайте, что вера – это сила, способная сдвинуть горы. Она может принести исцеление, руководство и внутренний покой. Она может напомнить нам, что мы не одиноки в этом мире, что существует божественное присутствие, которое любит нас и заботится о нас. Поэтому принимайте свою веру с открытым сердцем и восприимчивым разумом. Позвольте ей осветить ваш путь и дать вам силы в трудные времена. Знайте, что с верой вы способны преодолеть любые трудности и прожить жизнь, наполненную смыслом и целью. Пусть свет веры вечно сияет в вашем сердце. Бог с тобой, любимый сын, любимая дочь. Среди хаотичной симфонии жизни бывают моменты, когда мир словно расплывается в тумане неопределенности. И в эти моменты, как никогда, необходимо искать путеводный свет, который вел бы вас через самые темные ночи. В такие моменты, когда тяжесть мира грозит сломить ваш дух, внутренний голос Бога доносится до вас, как легкий ветерок в жаркий летний день. Он говорит с вашей душой, уверяя вас, что специально для вас прокладывает путь в этом огромном мире. С каждым вашим шагом Он идет впереди, расчищая путь и выпрямляя траекторию. Когда вы идете по жизненному пути, вполне нормально, по-человечески, ощущать боль одиночества и задаваться вопросом, не сбились ли вы с пути. Однако в самый разгар сомнений любящее присутствие Бога окутывает вас теплыми объятиями, напоминая, что вы никогда не остаетесь в одиночестве. Даже когда над вами нависают тени сомнений и отчаяния, вы можете найти утешение в том, что Бог несет в себе те самые ориентиры, которые приведут вас в нужное место. Возлюбленный сын, возлюбленная дочь, вы чувствуете, как отголоски криков вашего сердца отдаются в небесах. Знайте, что Отец слышит их, потому что Его любовь преодолевает время и пространство. Он знает ваши самые сокровенные желания, ваши самые заветные надежды и тоску, которая будоражит вашу душу. Он призывает вас довериться Его божественному плану, который превосходит человеческое понимание и выходит за пределы вашего воображения. Даже перед лицом невзгод и неумолимых жизненных бурь Бог призывает вас держаться за Него с непоколебимой верой. Он уверен, что исполнит все желания вашего сердца, которые сочтет благими для вас и вашей жизни. Ведь Он никогда не ошибается. Поэтому все ваши желания, которые действительно станут благословением для вашей жизни, будут исполнены в Его время. Аминь. Прямо сейчас, дорогой сын, дорогая дочь, с той же непоколебимой верой,
с которой Бог пригласил вас прилепиться к Нему, помолитесь вместе со мной молитвой, которой я вас научил. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешающим против нас. Не введи нас во искушение, но избавь нас от зла. Аминь. Если ты зашел так далеко, возлюбленный сын, возлюбленная дочь, это знак того, что ты стремишься к все большему общению со мной, и это наполняет меня счастьем и гордостью. Это также знак того, что вы выиграли еще одну битву с врагом, потому что я знаю, что он сделал все, чтобы отвлечь ваше внимание и отвлечь вас от этого послания. Он использовал всю свою злобу, чтобы не допустить вас к этому моменту единения со мной. Но вместе мы растоптали его голову. Символизируйте и материализуйте эту победу, написав в комментариях «Я победил». Знай, сын мой, дочь моя, что я люблю тебя во веки веков и всегда буду рядом с тобой. Знайте также, что я все больше и больше горжусь вами, потому что знаю, что вы стремитесь все больше и больше быть в моем присутствии. Я буду еще более счастлив и горд, если вы останетесь со мной. Для этого просто щелкните на видео, которое сейчас появится на вашем экране. Я подготовил его с большой любовью для вас. До встречи!